А в России отмечается День зимних видов спорта. Этот праздник сравнительно молодой. Впервые его отметили в 2015 году. Столицей зимних видов спорта в Якутии считается Алдан. Здесь на лыжи хотя бы однажды вставал практически каждый. Как отметили спортивный зимний праздник в Южной Якутии, рассказывает Татьяна Вахнина. Тренеры Центра спортивной подготовки и воспитанники Республиканской детско-юношеской спортивной школы Олимпийского резерва вышли на лыжные трассы. Низкие температуры не позволяют проводить массовые забеги. И активной прогулкой, подразумевающей соблюдение определенной техники, спортсмены отметили День зимних видов спорта. Скандинавская ходьба, хотя и завоевала популярность у алданцев сравнительно недавно, является массовым видом спорта. Скандинавская ходьба, конечно, у нас произошла до нашей республики из города Якутска. Матвей Иванович Лыткин ввел это нам. Ну а мы, в свою очередь, на Центре спортивной подготовки это дело практикуем в особо низкие температуры. То есть как бы и дышать на улице надо, при этом сильно задыхаться нельзя. А скандинавская ходьба, она та серединка, которая позволяет нам находиться на улице. В Алдане популярность зимних видов спорта не ослабевает. Скандинавская ходьба позволяет поддерживать форму круглый год. Наиболее массовым видом остаются лыжи. Спринт и классика, свободный стиль и неспешные прогулки. Хотя бы однажды на трассы выходил каждый. Много лет в южно-якутском уголке учебные тренировки проводят звезды мирового уровня. Пройтись на лыжах в выходные любят и взрослые, и дети. Марафоны проводятся и для самых маленьких спортсменов, для воспитанников детских садов. Климат у нас суровый. Февраль, декабрь, январь желательно здесь не появляться, так как неблагоприятные погодные условия, в холод не рекомендуется тренироваться. А вкатка и летняя подготовка здесь просто идеальные условия. Наряду с существующими получают развитие иные виды зимнего спорта. В будущем лыжным гонкам по массовости едва ли уступят сноуборд и горные лыжи. На Радиогоре, близ гоночных трасс, идет строительство горнолыжного спуска. Работы подходят к финальной стадии. О нас заявили, что мы будем теперь кластером зимних видов республики. Поэтому мы будем ее поддерживать и в дальнейшем развивать. Наряду с лыжными трассами любимым местом активного отдыха остается каток. Завсегдатаи ледовых забав преимущественно дети. Впрочем, взрослые, приходя на каток, с не меньшим задором коньками звучно режут лед. У мужчин пользуется популярностью хоккей с шайбой. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан.